Достар сабаяны devam ете, şu medeniyet dalgamızını devam etemiz. Evvelsi айтқаныңыз gibi stüdyamızda misafir olacak. Tamam bizim müzeyimizden vekili çünkü tamam bugün işte bu güzel işte müessesede meraklı bir sergi açıla. Bütün tafsilatlar bizim sübetimiz devamında. Evet, ve bizim stüdyamızda Sadiha Cemilova, ilmi ekspozisiya işleri bölігінің müdiri bugünkü sergi bizge hakkında bizge tarif edecek. Selam алейкум. Selam алейкум. Hoş geldiniz. Sağ olunuz. Как настроение? Sağ olunuz. Настроение подготовки в преддверии открытия выставки сегодня, как вы уже сказали. У нас такое знаменательное событие в музее. Выставка открывается крымского художника Якова Александровича Басова. И тематическая направленность выставки – это Крым. Потому что, несмотря на такую всеохватность в его творчестве, то есть он писал, ну, можно сказать, все уголки, где он побывал. Это и Якутия, и Карелия, и северная часть. Но Крым – это, наверное, особая такая ипостась в его творчестве. Его любовь все-таки отдана Крыму. И поэтому мы сегодня с удовольствием будем презентовать нашу выставку. Яков Басов, его личная выставка сегодня начинается. Персональная выставка. Она будет длиться, я так понял, около 2 месяцев. Да, так как сегодня у нас мы как-то адаптируемся к сегодняшним условиям, мы хотим, чтобы эту выставку как можно большее количество и гостей полуострова ознакомились с замечательными работами, которые рассказывают о нашем уникальном полуострове. И сам художник, когда характеризовал свое творчество, он оставил свое эпистолярное наследие, и как-то там, подытоживая свой творческий путь, он отметил, что я крымский художник, я дитя этой земли, я люблю Крым во всех его ипостасях, и поэтому он пытался фиксировать вот эту свою любовь, и она, знаете, она ощущается на его полотнах, будь то масло, будь то акварель, вот эта вот экспрессия, восторг этой земли, все передается в этих чудесных работах. «Солнце над Крымом» «Солнце над называется, Крымом». Да, и название говорит само за себя. В скольких картинах представлена экспозиция и какие самые яркие, по вашему мнению? Ну, знаете, работы нельзя так рассматривать, какие-то яркие, какие-то... Каждая по-своему, Каждая очень уникальна, очень интересна, потому что чувствуется вот отношение художника к этой земле. И сам Яков Александрович, вот от первого лица, если его цитировать, он написал, что Крым – это уникальное место на земле, и здесь можно найти и увидеть все. И поэтому, будь то солнце над Крымом, и несмотря на то, что вот у нас зима и весна бывают немножечко очень такие, да, пытаются показать серые, свой характер, но сам Яков Александрович отмечает, несмотря на это, Крым, он очень мягок, уникален и нежен. Вот эти эпитеты он прилагает, и я думаю, что вот все, кто побывают на выставке, увидят вот эту вот гамму чувств художника. От его какого-то лирического настроения до каких-то эмоциональных взрывов, как вулкан. В принципе, все, что у нас бывает в нашей природе. То есть это пейзажи в основном? Это пейзажи, потому что, хотя натюрморты тоже есть, хотя художник как-то писал и портреты, то есть его волновало, знаете, все, что, как сам он пишет, основным импульсом его творчества, это все-таки окружающий мир и люди, и плюс еще красота. И поэтому вот все это можно. Но сегодня на нашей выставке мы, конечно, увидим красоту нашего Крымского полуострова и какие-то его такие интересные, наверное, окружающий какой-то мир, его взгляд на этот мир. И сам художник говорил, что это мой взгляд на мир, это мой взгляд на наш Крымский полуостров. Я не абсолютизирую полностью модель мира, и тем самым я предлагаю размышлять, потому что все-таки основное, наверное, думаю, его творческое кредо – это показать прекрасное и
каждый, кто пришел на эту выставку, он должен обратиться к истокам, то есть вот подняться, наверное, над той суетой, обыденностью и увидеть вот эту вот красоту, которая нас окружает. Вот это вот основная такая вот идея творчества самого художника. И все вот его современники, которые затем в дальнейшем, искусствоведы, исследователи, которые писали о его творчестве, они отмечали это. То есть вот обратная связь между художником и зрителем для него была очень важна. И все, кто сегодня или же, как мы отметили, что это около 2 месяцев будет, они почувствуют, потому что не почувствовать вот мироощущение самого художника, это практически невозможно. Вот настолько он отдался этому всему, как он сам написал, мои работы. Выразил то есть Крым себя это на я, холсте, да, да, то есть да. вот он как-то это так обозначил, что Крым это вселенная, и в том числе он ощущал вот эту сопричастность к нашей крымской земле. Сейчас наши зрители увидели картины этого художника на экране. Это, конечно, часть работ. Это Намного часть. больше можно будет увидеть при... Ну да, мы придя на приоткрыли выставку. небольшую такую, Занавес, да. завесу его творчества, но, конечно же, придя в музей и увидеть вот сами работы, это незабываемые впечатления. И поэтому я призываю всех прийти и убедиться в этом самим. Çok sağ olun Сандиха Ханум. Мы же, в свою очередь, желаем музею успешного открытия данной выставки. Конечно же, оно пройдет в определенном формате, да, в связи с сложившейся ситуацией. Но в любом случае мы уверены, что вот этот элемент торжественности, он сохранится. И всем телезрителям, конечно же, в свою очередь, предлагаем посетить этот уникальный музей, увидеть эти уникальные работы. Что бы вы хотели пожелать всем нашим телезрителям, Сандиха Ханум? Я хотела бы пожелать также смотреть глазами на наш окружающий мир с таких позитивных, наверное, настроений, посещать часто наш музей, потому что, видя это все прекрасное, приходит гармония и вместе с ней душевное равновесие. Будьте все здоровы и чтобы благополучие всегда присутствовало в вашей жизни. Çok sağ olun Çok sağ Сандиха olun. Ханум. Sizге хайырлы күннәрне телейміз. Sağ Бізге olun. келгеніңіз үшін сау болыңыз. İşte böyle сағылы достар, мерақлы сергі олып кечежек. Біздің Қырым татар медени тарихия сабалық музейімізді. Мен белесем 2 ай девамында istегенлер вақыт тапып, Tapacaklar. келіп сейретіп олырлар. Evet, bizim yayınımız ise yavaş yavaş öz sonuna kelbekte ama buna bakmadan da göstergen şeylerimiz vardır. Onlardan birisi tamam şimdi bizim efirimizde.